Несколько дней назад его чествовали Федерация альпинизма России, а сегодня он вновь в родной республике. Каждый раз, возвращаясь из поездки, Магомед Зейтов обязательно приходит к главной достопримечательности Магаса. Для человека, покорившего Эверест, подъем на башню Согласия, как прогулка по ночному городу. Хорошей физической подготовке, профессиональным навыкам и личному опыту альпиниста можно только позавидовать. Вот вы можете видеть склон 85 примерно градусов. Магомед Зейтов – один из немногих альпинистов, сумевших преодолеть так называемую зону смерти с минимальным расходом искусственного кислорода, в то время как многие таких трудностей просто не выдерживают. В случае недостатка кислорода возможно потеря сознания, а иногда и вовсе летальный исход. Но организм каждого человека индивидуален, поэтому правильно дышать и расходовать силы на вершине горы Магомед учился самостоятельно. Надо идти в темпе, представить себе какой-то часовой механизм, да, и представить определенный интервал, сколько шагов ты делаешь на один вдох или выдох. Потом это на высоте уже превращается, сколько вдохов и выдохов ты делаешь на один шаг. То есть все кардинально меняется. И вот я для себя выбрал такую методику, когда дышу носом именно для того, чтобы идти медленнее. Его имя теперь знают не только в родной Ингушетии, но и далеко за ее пределами. Магомед Зейтов – профессиональный альпинист, сумевший покорить высочайшую точку планеты. В списке его достижений – восхождение на Столовую гору, пики коммунизма и Ленина, расположенные в горной системе Памира, водружение ингушского флага на Эльбрусе и Казбеке. Покорение каждой вершины, признается Магомед, дарит ему море эмоций, описать словами которые невозможно. Когда ты смотришь с вершины, когда ты ступаешь, да, на последний вот этот гребень, он такой небольшой, там 2 человека, максимум 3 человека. Вот на этом самой высокой точке можно. Такие моменты, я не знаю, какое-то единение, что ли. Каждое восхождение для Магомеда словно экскурс в прошлое. Альпинист уверен, это в нем кипит кровь предков, которые жили в горах и любили свободу. Возможно, поэтому прогулка по башне Согласия напоминает молодому человеку о его корнях. Впрочем, главную вершину своей жизни он уже покорил. В мае этого года Магомед водрузил государственный флаг республики на Эвересте на высоте 8000 метров. Свое восхождение на крышу мира он посвятил 25-летию Ингушетии. Это, наоборот, я благодарен судьбе. И я считаю, что не меня должны благодарить за то, что я поднял наш флаг. Да, а я должен благодарить и флаг, и Ингушетию, и всех, кто за меня болел и молился. Большое всем спасибо. За покорение самой высокой точки мира Магомеда Зейтова наградили орденом «Восходитель на Эверест». Награду ему вручил лично Александр Абрамов, президент клуба «7 вершин» и главный эверестовец страны. Магомед признается, чтобы стать в один ряд с профессиональными альпинистами, ему пришлось немало потрудиться. Сила воли, постоянные тренировки и работа над собой. Было очень приятно, конечно, то, что публика скандировала «Ингушетия на высоте», «Ингушетия», «Ингушетия». Это было очень приятно, конечно. И я держался как мог. Ну, конечно, спасибо, конечно, что отметили. Это очень престижно для нашей республики, не только для меня, что вот так вот нас выбрали, отметили. Большое им спасибо. 15 раз он поднимался на Эльбрус и даже совершил так называемый крест, то самое восхождение, которое оказалось роковым для известной ингушской альпинистки Лейлы Албагачиевой. Свое восхождение он также посвятил памяти сильной женщины. В ближайшее время Магомед собирается в Антарктиду на массив Винсона, а после планирует покорить горы в Австралии, Африке, Южной и Северной Америке. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.